العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые братья, в среду, два дня назад, был урок здесь в мечети вечером на тему вакфа. Что такое вакф, какие у него бывают виды, то есть вообще основные понятия про такой проект в исламе, как вакф. И, к сожалению, на сегодняшний день это уже, получается, мало где функционирует, и большинство стран, где населены мусульманами, это как бы закончило свое существование. И поэтому сегодня я хотел бы сделать продолжение этого самого урока, завершение, И если вам интересно начало, можете посмотреть у нас на канале, в Телеграме, в Ютубе этот урок с самого начала. Итак, вкратце, что такое вакф? Под вакфом подразумевается, когда человек делает специальное намерение и любую вещь, любую материальную ценность обособляет. То есть все, говорит, это вакф ради Аллаха, и уже накладываются определенные ограничения на эту вещь. В зависимости от того, что там, какие условия были поставлены. Например, нельзя передавать по наследству, нельзя дарить, нельзя продавать, чтобы оно существовало. И при этом этот человек делает это ради Аллаха, естественно, это айбадат, это большое поклонение, и ставит цель. Например, если это какая-то материальная ценность, если какое-то имущество, куда тратить пользу, выгоду, извлекаемую из деятельности этого имущества. И поэтому виды вакфов разные бывают. Кто-то, например, говорит, я хочу, чтобы оно помогало только лишь сиротам. Кто-то говорит нуждающимся. Кто-то говорит, чтобы это было обеспечение мечети. Кто-то говорит, чтобы это было специально для путников. И такие тоже есть. И поэтому цель, любую, какую он хочет, ставит. Главное, чтобы эта цель была дозволена Всевышним Аллахом. И из классических примеров того, кто первым, самый точный вакф сделал, это был Умар ибн аль-Хаттаб. Когда он пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: о посланник Аллаха, у меня, говорит, есть имущество, которое, говорит, у меня такого подобного не было. Это, говорит, самое ценное, что у меня когда-либо было. Это земля в местности Хайбар, в городе Хайбар. И город Хайбар, он сам был таким, богатым на финики, на финиковые пальмы. И это очень ценилось и тогда, во время пророка, саллаллаху, и по сей день. То есть люди, которые культивируют, продают, зарабатывают финики, это по сути не бедные люди, даже в той же самой Аравии. И поэтому Умар пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: у меня есть, говорит, это имущество, это земля, финики, пальмы и так далее. Что мне с ним делать? Дай мне совет, о посланник Аллаха. То есть он просит, как поступить, чтобы заслужить довольство Всевышнего. Как садака отдать, потратить на благие какие-то цели и так далее. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему сказал: если хочешь, сохрани это имущество, а уже пользу, которую ты получаешь, выгоду, трать куда-то в другие, получается, на благие цели. И тогда Умар, как в хадисе сказано, запретил передавать этот сад, это имущество по наследству, запретил дарить, запретил продавать и сделал это имущество или же выгоду, пользу, прибыль, которая получается с этой земли, чтобы оно тратилось нуждающимся, чтобы оно тратилось путникам на пути Аллаха и даже гостям. То есть, чтобы пользу извлекали эти люди. И поэтому, уважаемые братья, подобные вакфы, они существовали долгое время во многих странах, в том числе, допустим, даже и у нас в Поволжье были такие вакфы, в Средней Азии, Турции и так далее, Но из-за исторических перемен, например, после революции у нас в стране, в 1917 году, все это было национализировано. То есть все имущество, которое принадлежало кому-то, оно стало государственным, общим. Не моим, а общим.
В Турции то же самое, да, было очень множество вакфов, но с приходом Ататюрка к власти это все было отобрано в пользу государства. Вот. И, конечно, по сей день есть некоторые государства, особенно уж в Аравии, да, и окружающих странах, которые это сохранено и которые по сей день действуют. И поэтому, уважаемые братья, вот это понятие вакф, оно длится со времен пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И вы представьте, вот просто задумайтесь, мы же все любим математику, мы же все любим считать свою прибыль, свои денежки и так далее, да? Просто подумайте, а что, если этот вакф будет работать 10 лет, 50 лет, 100 лет, 3 века, 5 веков, 14 веков? То есть, допустим, когда мы даем какой-либо садака, какое-либо благое дело, мы получаем награду и все. А что, если это благое дело постоянно будет приносить пользу, без остановки? Само себя обеспечивает, все траты покрываются, да, но при этом излишек направляется на благие цели. Что, если вот это вот будет продолжаться долгое время? И поэтому Усман ибн Аффан, он тоже один из ярких примеров в вакфе, да? Вы наверняка эту историю слышали. Когда услышал призыв пророка, саллаллаху алейхи вассалям, продай колодец, и тебе, говорит, будет колодец, родник в раю, да? Он пришел, пророк, обратился, то есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к владельцу колодца, Биру Рума, колодец Рума. И этот колодец отличался тем, что он был пресным и вкусной водой. Остальные колодцы, они были горьковатые, кисловатые, да? Соль немножко чувствовалась. И это был самый ценный колодец. Обратился к нему, хозяину, говорит, отдай его. Он воду продавал. Отдай, пусть пользуются люди. И тебе, говорит, будет родник в раю. И он говорит, у меня, говорит, это единственная прибыль, которая у меня есть. Я, говорит, больше не могу никак зарабатывать. Это, говорит, источник моего дохода. Услышав эти слова, Усман пришел к пророку. О, посланник Аллаха, а если я выкуплю этот колодец, будет ли, говорит, мне, говорит, награда в раю, говорит, этот самый родник колодец, да? Посланник Аллаха сказал, да. И тогда Усман выкупил половину. Тот не согласился продавать весь колодец, выкупил половину. И договорились так, один день он продает, то есть, который владеет половиной, да, а другой день Усман бесплатно отдает мусульманам. И в итоге что случилось? Все люди когда начали приходить? Начали приходить, когда Усман раздает. Да? И в итоге тот человек, в некоторых риваятах говорится, что он был иудей, он был вынужден продать полностью весь колодец Усману. И после этого уже все мусульмане спокойно уже пользовались этой самой чистой, пресной, вкусной водой и не испытывали каких-либо проблем. И историки говорят, там примерно Усман, говорит, потратил 25 тысяч дирхемов. 25 тысяч дирхемов. Это примерно 50 килограмм, наверное, серебра. Так получается, 50-60 килограмм серебра. Это сейчас серебро так дешево стоит, да, но во времена пророка оно имело большую цену. Не обесценено еще было. И поэтому Усман потратил столько средств, и потом, вот сколько пользовались этим самым колодцем, вся награда шла кому? Усману. Вы представляете? 1 век, 2 века, 3 века, да? Там, историки говорят, потом, говорит, колодец высох, да, и потом подвергся разрушению, потом его обратно отстроили, по-моему, во времена Османской империи уже, да, сделали. Но даже если он высох, даже если он проработал 5-6 веков, вы представляете, постоянно идущая садака пишется кому? Тому человеку, который запустил этот проект, который сделал этот вакф. Поэтому, уважаемые братья, вот нужно задуматься над тем, а вот что я готовлю именно к ахирату? В этом мире понятно, тут вложился, там инвестировал, тут сделал, да? А для ахирата что? Что такое у меня будет, да? Что я, когда буду лежать в могиле, и мне до сих пор приходят дзынь-дзынь, смс-ки, уведомления, вам зачислено, вам зачислено, вам зачислено. Что если будет, пока мы лежим до самого судного дня, это будет идти. Поэтому вакф – это одно из тех самых дел, которое непрерывно будет приносить пользу тому, кто сделал какую-либо вещь вакфом. И поэтому ученые говорят, зачем нужен вакф, да? Они говорят, первая, самая большая польза, это когда человек, сделавший вакф, стремится к довольству Всевышнего и стремится получить наибольшую пользу. Большую пользу. Вот хадис, все же слышали наверняка, после смерти человека все его дела останавливаются, кроме 3 вещей.
Первое – это знание, которое он оставил людям. Второе – это его праведный сын, ребенок, который делает за него дуа. И третье – садакатуль джария. И когда ученые комментируют этот хадис, что такое садакатуль джария, они говорят, это, говорит, и есть вакф. Садака – доброе дело, постоянно приносящее пользу. И поэтому это именно то довольство Всевышнего Аллаха, которое будет постигать человека и даже после его смерти. Также, уважаемые братья, одна из целей, зачем нужен вакф, ученые сказали, это когда общество помогает друг другу, оздоравливает друг друга. То есть, когда тот, кто имеет состояние, помогает тому, кто не имеет состояния. И вот здесь вот, да, об этом пишут ученые издавна уже, да, если бы, говорит, люди, да, выплачивали бы закат, выплачивали бы садака, то, говорит, на земле не осталось бы ни одного нуждающегося. Потому что система Всевышнего, она идеальна. То есть, когда общество само себя оздоравливает. И вот тут вот нужно сказать, что ислам ни в коем мере не призывает к тому, чтобы человека закидать деньгами. Особенно, если он ими не умеет распоряжаться. И ислам никогда не воспитывал или же призывал к иждивенчеству. Если ты видишь, что человек пользуется этим, он никак не хочет исправить свое положение, не иди больше к нему, не помогай ему, чтобы он утопал в этом. То есть, во-первых, верующий должен быть умным, смышленым, мудрым, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, его из одной норы дважды не ужалят. Он не попадет дважды в одну ловушку, и в первый раз, если его и обманули, поплакались, разжалобили его, второй раз он уже не должен к этому идти. И поэтому, альхамдулилля, вот даже у нас в Казани, например, да, есть различные фонды благотворительные, группы, которые занимаются благотворительностью. И вот я знаю несколько примеров, когда помогли одной семье, там одна или вдова, или разведенная, сейчас уже не помню, но она одна была, многодетная мама. И чтобы ей исправить ее положение, тяжелое положение, ей подарили оверлок. Не подарили еду, деньги, сколько тебе там надо, 100 тысяч, вот тебе 100 тысяч, там, или еще что-то, да? Подарили оверлок, помогли, купили. Зачем оверлок? Чтобы она могла сама шить и уже, вот, оказывая услуги швеи, чтобы она сама себя уже смогла нормально содержать. Хорошая идея? Это отличная идея. Другой пример, тоже такая же сестра, ей купили специально духовой шкаф, хороший духовой шкаф, чтобы она могла там печь всевозможную выпечку. И поэтому, и затем уже даже помогали, раскидывали объявления, да, такая-то сестра продает выпечку там брать, если кто хочет там порадовать свою семью там и так далее, покупайте у нее там и так далее. То есть, что делали? Помогали человеку преодолеть эту самую трудность, а чтобы он там оставался в таком же положении, не исправлял свою ситуацию никак. Поэтому я уже об этом часто говорю, да, что ислам призывает дать человеку не рыбу, а именно удочку, чтобы он сам исправил эту ситуацию. И поэтому и вакф то же самое. Да? Допустим, если человек, который запустил вакф, да, и, например, построил дом, и где говорит, пусть в этом доме живут путники, например, бесплатно, за мой счет там, и так далее, да, и в итоге что происходит? Он может поставить условие. Путник – это тот, который временно находится на пути. Так ведь? И если путник там живет полгода, это ненормально. Это нехорошо. Поэтому максимум, сколько можно жить в этом месте, например, 5 дней, 10 дней, 1 день, 2 дня, ставят такие условия, и в итоге что получается? Что это уже место будет использоваться по назначению. И человек, который хочет схитрить, он уже не сможет схитрить. Почему? Потому что это уже предусмотрели и уже поставили такое условие, чтобы не злоупотребляли этим благом, которое когда-то было сделано. Также, уважаемые братья, вот вакф – это одна из систем, один из способов, когда человек сохраняет свое имущество. Вот смотрите, да, когда, допустим, человек выплачивает садака, или закат это понятно, это обязательно, да, это все без разговора. Или садака, например. Когда он это делает деньгами, то деньги что делаются? Отдал нуждающимся, их съедят, их используют, они закончатся. Но когда запускает вакф, во-первых, он уже что делает? Он запускает проект, деньги которого не потеряются.
Потому что под вакфом подразумевается та вещь, когда любой коммерчески выгодный, успешный проект, он начинает работать. То есть вакф не призван, да, там человек выделил там средства, да, все проели, там использовали, потратили и все, и больше нету вакфа. Нет. Даже пророк, саллаллаху алейхи Умару, что сказал? Сохрани, говорит, это поле у себя, а пользу, выгоду, прибыль используй на благие дела. И поэтому тот человек, который сделает вакф, он обязан, он должен к этому грамотно подойти и выбрать управляющего или там смотрящего за вакфом, да, который будет разумно использовать и делать так, чтобы эти деньги не кончились, наоборот, прибавились. Потому что главная мысль вакфа, чтобы оно приносило пользу, обеспечивало само себя, приносило излишек, и этот излишек тратить на то, что дозволил Всевышний Аллах и в котором есть большая награда. Поэтому это никак не проедание, осваивание бюджета и все. Там, да, съели, закончили, и больше нету этих самых денег. Наоборот, чтобы это приносило пользу. Увеличивалось, а вот то, что увеличивается, оно тратится на пути Всевышнего. И вот, например, да, вот современный один из вакфов, вот те, которые были на хаджи или на умре в Мекке, вокруг мечети Аль-Харам построена большая вот эта вот, да, гостиница с часами. Да? Ее, те, которые строили, по-моему, правительство там, или еще что-то, да, сделали вакфом эту гостиницу. Что сказали? Это, говорит, вся прибыль, которая будет идти, чистая прибыль, то есть за вычетом всевозможных расходов, чистая прибыль будет тратиться на содержание мечети Аль-Харам в Мекке и мечети пророка, саллаллаху алейхи в Медине. Хороший проект, это идеальный проект, субханаллах. Потому что, все, кто там был на хаджи или на умре, видите же, да, сколько там объем работы производится, чистят, убираются там, да, моют там и так далее, Кур'аны везде, хорошие ковры там и так далее. Это же все не просто так падает. Это же все, как сказать, труд, это средства и так далее. И тут, когда вот сделали то, что это гостиница, пусть она обеспечивает саму себя, да, какие расходы там есть на зарплату, там, на содержание и так далее. Это все вычитается оттуда. А прибыль, которая получилась, она пусть тратится вот сюда вот, на содержание этих самых мечетей. Поэтому вакф призван не истратить, истребить имущество, а наоборот приумножить его. И тот, кто будет заниматься этим, да, человек, который искренне решил ради Аллаха это сделать, он должен озаботиться тем, чтобы нанять именно специалиста, а не какого-нибудь с улицы, да. Эй, Мухаммад, иди сюда, Абдрахман, Ибрахим, да. Когда-нибудь деньги видел? Видел, давай, бисмилля, становись там, смотрителем вакфа. Нет, так не бывает. Он должен выбрать именно человека, который не истратит все это и не... То есть сделать так, чтобы этот проект продолжал существовать. И таким образом, про это еще можно говорить, да, но у нас время закончилось, поэтому пусть Всевышний Аллах дозволит нам возродить это потерянное дело, которое у нас было, и у татар было, и в Средней Азии было, да, и во всех мусульманских странах это существовало. Я не знаю, то есть вы верите или нет, но раньше были вакфы татарские в Медине. Татарские баи содержали медресе в Медине, чтобы учились там ученики. Вы можете это представить? По сей день в Мекке, по крайней мере, и в Медине тоже, да, существуют узбекские вакфы. Вы представляете? То есть вакф, здание построено для жилья, и кому оно сдается? Оно сдается узбекам. Откуда? С Андижана, с Намангана, с Ферганы там и так далее. Бисмилля, заходи. Откуда с Казани? Извини, у нас вакф. Хозяин, который это отстроил, он специально сделал такую вот цель, когда он это делал. Поэтому альхамдулилля, это очень большое благо в этом построено. И это призвано, инша Аллах, по милости Всевышнего Аллаха, чтобы человек даже после того, как его не станет, когда он уже там уже истлеет в своей могиле, до сих пор ему будет приходить на его счет те самые благие дела. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.